В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня в студии Юлия Великодная. Здравствуйте. Карантин для непривитого от кори населения. В Якутске студенты, школьники и работники образования временно отстранены от занятий и работы. Сроки выплаты пенсий в праздничные и выходные дни в Пенсионном фонде региона рассказали о графике в 2020 году. Столица республики собрала лучших школьников Якутии. На традиционной елке ученики получат стипендию главы республики. В Нерюнгри подожгли автомобиль для отлова бродячих животных. Хозяин подозревает, что это был ответ зоозащитников. Досконально изучить программирование по самым передовым методикам. В Мирном открылась IT-школа. В Якутске объявлен карантин. Количество заболевших в столице региона 40 человек, в том числе 10 детей. Для профилактики и распространения вируса кори Роспотребнадзор республики ввел ряд ограничительных мер для учреждений образования. На кого распространены временные запреты, знает Дмитрий Тымыров. Пока не эпидемия, но надо быть готовым ко всему. В столице республики идет массовая прививочная кампания против вируса кори. В субботу-воскресенье мы здесь активно работали, участковые врачи, и работал кабинет профилактики субботу-воскресенье. Мы прививаем активно контактных на дому. А пока учреждение здравоохранения работает с населением, Роспотребнадзор республики запретил людям, которые не получили прививку от кори, не ходить на работу и на учебу. Из детских, дошкольных и школ выведены все дети, не имеющие прививки против кори, и сотрудники тоже, которые не привиты против кори. Такие же ограничительные мероприятия проводятся среди студентов. Под ограничения также попали и родители дошколят. Им теперь в целях безопасности запрещено посещать детские утренники. Эта мера направлена на то, что в детских садах у нас остаются только привитые дети, а среди тех, кто хочет посетить эти мероприятия в детских коллективах, не всегда есть люди, которые защищены, и они могут просто послужить источником инфекции, и осложнить ситуацию в целом по организованному детскому коллективу. Поэтому это в первую очередь направлено на защиту детей. Отменены также новогодние елки, которые традиционно проходили во Дворце детского творчества. Елки для первых классов в Дворце детского творчества отменены, и в образовательных учреждениях города Якутска вводится уже фильтр. Сегодня из правительственного фонда республики были выделены дополнительные средства для приобретения вакцин против кори. Как отметили в надзорном органе, к обязательной вакцинации направляются люди, которые находятся в группе риска. Это продавцы, работники развлекательных центров, водители общественного транспорта и другие. Кроме этого, продолжаются мероприятия в очагах инфекции. Это в тех адресах, где зарегистрированы случаи кори. Проводятся подворные обходы медицинскими работниками, устанавливается прививочный статус тех, кто попал в контакт. И, по эпидпоказаниям проводятся профилактические прививки как среди детей, так и среди взрослых. Роспотребнадзор республики просит население оказать содействие в проведении иммунизации населения и быть дома, а в случае встречи с медработниками быть доброжелательными. Случаи кори зарегистрированы и в Китае, и в Таиланде, и куда мы еще ездим, и в Европе, и в близком зарубежье. Украина вообще у нас там чрезвычайная ситуация по кори, там даже летальный случай уже регистрируется. Киргизия, Казахстан, наши Центральная Россия тоже, в общем-то, Москва, там случаи кори везде повсеместно. Поэтому, если вы запланировали куда-то выезжать, имейте прививки против кори. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Новогодние праздники – время, когда все службы жизнеобеспечения и безопасности должны быть переведены в режим повышенной готовности. Об этом говорили сегодня во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова. Новогодние праздники должны пройти для жителей республики спокойно и без неприятных последствий. По предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и энергетики уже проведены предварительные видеоконференц-связи и совещания рабочие, где дана установка по инструктажу, по проведению предварительных работ. У нас действительно это самое напряженное, абсолютно такое время, где особое внимание усиливается. Рекомендовано главам муниципальных образований в связи с понижением температуры наружного воздуха
и роста количества пожаров в муниципальных образованиях ввести на своих территориях особый противопожарный режим. Также хочу отметить, что на сегодняшний день более 1300 объектов взяты на учет органами государственного пожарного надзора МЧС России, где проводятся новогодние мероприятия. Увеличена грузоподъемность ледовых переправ на федеральных трассах Вилюй и Колыма до 20 тонн. Речь идет о реке Вилюй вблизи сел Крестях и Устье. Кроме того, увеличена также до 20 тонн грузоподъемность ледового автозимника через реку Алдан по направлению Хандыга-Мегина-Алдан. Созданное год назад региональное министерство Арктики по делам народов Севера подвело итоги своей деятельности. Так, значимым событием этого года стало включение 8 районов Якутии в арктическую зону России. В этом году основная деятельность министерства была направлена на разработку документов стратегического планирования в арктической зоне Якутии, участие региона в федеральных программах, совершенствование организации, проведение этнологической экспертизы, а также внедрение проектной деятельности. Так, разработана новая стратегия развития социально-экономического развития арктической зоны республики до 2035 года. Арктическое направление у нас во главу угла. У нас еще принято в 16 государственных программах принято арктические подпрограммы. Это означает о том, что уже четкая ясность есть о том, что арктической зоне уделяется огромное значение. В Пенсионном фонде региона назвали сроки выплаты пенсий в праздничные и выходные дни. Доставка пенсии на дом в городе Якутске в январе 2020 года будет производиться согласно графику без изменений. Для получателей пенсии в кассах отделений почтовой связи столицы выплата до 7 января начнется с 5 числа. В других населенных пунктах Республики Саха-Якутия выплата, доставка на дом пенсий и иных социальных выплат за 7 января отделениями почтовой связи будет организована с 6 числа в соответствии с режимом работы. В январе 2020 года отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия профинансирует кредитные учреждения для выплаты пенсий и иных социальных выплат после праздничных выходных согласно графику перечисления денежных средств. В столицу республики приехали лучшие школьники Якутии. Сегодня прошла традиционная елка главы. В государственном цирке республики собрались 700 старшеклассников из 23 районов республики. Это отличники, активисты, победители различных олимпиад, спортивных соревнований. Всем школьникам будут вручены стипендии главы республики на сумму 25 тысяч рублей. А сегодня для ребят была презентована новогодняя сказка «Щелкунчик» от артистов цирка. Также выступил ансамбль скрипачей-виртуозы Якутии. 200 водителей приняли участие в необычной акции в Ставрополе. На своих авто они выстроили гигантскую фигуру новогодней елки. Мероприятие состоялось на территории парковки местного авторынка. На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, как автомобили выстраиваются в ровную фигуру новогоднего дерева. Затем машины, выполнявшие роль звезды на верхушке дерева, включили фары, после чего иллюминация поочередно начала зажигаться на всей автоелке. В результате на дороге выросло огромное новогоднее дерево, сверкающее огнями. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. В Нерюнгри подожгли автомобиль для отлова бродячих животных. Хозяин подозревает, что это был ответ за защитников. Досконально изучить программирование по самым передовым методикам в Мирном открылась IT-школа. В эфире «Итоги дня» мы продолжаем. В Нерюнгри подожгли автомобиль для отлова бродячих животных. Хозяин подозревает, что это был ответ зоозащитников на действия предпринимателя. С подробностями Екатерина Павлова. В Нерюнгринском районе ежегодно сотни горожан обращаются с жалобами на бродячих собак. Но далеко не все понимают, каким образом власти с ними борются. Предприниматель Муслим Абдулаев с 2014 года начал заниматься отловом бродячих животных после трагического случая, когда собаки загрызли ребенка в Беркаките. Раньше бы кто-то мне сказал, что я этим буду заниматься, я бы не поверил, честно. Ну, само событие такое печальное, мальчика загрызли. Вот после этого, вот в 2014 году мы занимались именно казачеством, занимались.
Потом 15-й год я спецпрофи открыл, тоже по этому профилю. Ну, не прижилось. И с 16-го года я ИП, индивидуальный предприниматель. Скандал разразился 11 декабря, когда в сеть выложили запись с камеры наблюдения в подъезде дома 39 по улице Чурапчинской, где Муслим Абдулаев забрал 2 собак. В его адрес и адрес семьи посыпались угрозы, а через 2 дня загорелась его машина. Сегодня отловом животных мужчина заниматься перестал. 16 числа я написал письмо на имя главы города, что я не имею возможности заниматься в связи с поджогом моего автомобиля. То есть не на чем заниматься. Вот. Сейчас граждане, скажем так, остались со своими проблемами сами. Им теперь я не знаю, кто им поможет. В Нерюнгри есть организация зоозащитников, требующих, чтобы власти действовали по закону. Выделяли деньги не на отлов и убийство животных, а на их передержку и стерилизацию. Зоозащитники обращались к местным властям с предложением передать им часть денег, выделяемых на регулирование численности животных и пустующие за городом вольеры. Но с Нового года ужесточаются правила содержания безнадзорных животных, и местные власти подсчитали, чтобы серьезно заниматься этой работой, нужно порядка 80 миллионов рублей, а в год выделяется 4 миллиона. И с нынешним финансированием они не могут выполнять все, что предписывает закон. Как будет решаться этот острый вопрос дальше, покажет время. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сохранение культурного наследия. Об этом шла речь в ходе круглого стола при руководителе Департамента культуры республики по охране объектов культурного наследия Николае Макарове в Ленске. В Ленском районе расположен самый старейший населенный пункт республики – поселок Витим. Свою историю он начал в 1621 году. Не случайно 2 дома Витима было предложено взять под региональную охрану и сделать из них памятники. Также внести в список охраняемых объектов решили 4-этажный дом по улице Ленина. На фасаде здания во всю высоту выложено панно из стеклянной мозаики и дом по улице Первомайской с рисунком из железных конструкций. В 2020 году планируется провести краеведческую выставку в Якутске в честь 90-летия Ленского района. Это будет жемчужина Якутии, в смысле памятник старинных домов. Во-вторых, о поселке Витим в Ленске узнают все. Все знают и истории, и наследие, и так далее. Не говорят соседи. А в настоящее время даже я, признаюсь, плохо знал в городе Ленске. В Мирном открылась IT-школа. У юных жителей появилась возможность досконально изучить программирование по самым передовым методикам. Подробности у Марферины Алексеевой. Инновационный проект реализовали на базе 26-й школы. Это 2 просторных класса, рассчитанных на 50 рабочих мест. Кабинеты оснащены интерактивными досками и системой видеоконференц-связи. Образовательные программы IT-школы – это дополнительное образование в 3 направлениях – программирование, технология связи и моделирование. Это системно-сетевое администрирование. В рамках апробации мы уже прошли. Следующее – это веб-дизайн и веб-программирование. Программирование на языках Python, Java. И для самых маленьких это начальная школа, это программирование на Scratch, это визуальное такое программирование, чтобы втянуться и понять вообще всю суть программирования. Программа обучения рассчитана не только для школьников. Научиться азам современной технологии смогут дети дошкольного возраста. Мы хотим поработать с детскими садами, показать, что все-таки дети таких малого возраста могут освоить азы алгоритмизации. Учащиеся 26-й школы уже начали обучение по новым компетенциям. В январе следующего года IT-школы будут посещать и ученики 7-й школы. Летом планируется работа IT-лагеря. А уже в сентябре следующего года школы смогут посещать все желающие. Для этого нужно просто записаться на курсы. Ни одна профессия сейчас без программирования не обходится. У нас большие планы, грандиозные планы. На следующий год хотим поучаствовать в Junior Skills в республиканском этапе, где представить учащихся на направление сетевое системное администрирование. На реализацию инновационного проекта Мирнинский район выделил около 8 миллионов рублей. Таким образом, уже со следующего учебного года образовательная система района начнет реализацию национального проекта «Цифровая экономика». Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В Якутске в спорткомплексе «Триумф» прошел командный кубок Федерации масс-рестлинга. В нем приняли участие 8 сильнейших команд республики. О том, как прошли соревнования и кто стал обладателем желанного кубка, знает Юрий Осипов.
Уже в 5-й раз победу в командном кубке Федерации масс-рестлинга празднует сборная Усть-Алданского улуса. Впервые они выиграли в 2014-м и с тех пор никому не уступали заветный приз. Сам занимаюсь масс-рестлингом уже 3-й год, усердно 2 года. И к этому спорту я пришел по стопам своего брата. Мы готовились долго и усердно, а также проводили свои соревнования, по итогам которого мы сделали свой состав. В соревнованиях приняли участие 8 сильнейших команд республики, которые отобрали по итогам лично командного чемпионата Якутии среди мужчин, женщин и ветеранов, а также первенства среди юношей. Подготовленность команды очень высокая, проходных, скажем, таких встреч нету. Все очень заинтриговано, все практически соперники все одинаковые, там перевесом 1, 2, 3 очка определяются победители. Поэтому хочу сказать, что уровень развития масс-рестлинга республики достаточно высокий. Сегодня это диктует мода не только в России, но и в мире. На вторую ступень пьедестала поднялась сборная Амгинского улуса. Бронза досталась команде Якутска. Зарубежные спортсмены, не только зарубежные, и наши тоже отечественные, вот с центральных регионов тоже почти вплотную приблизились к нашим спортсменам. Поэтому этот кубок, конечно, очень имеет большое значение. Это является как бы смотр резервов и смотр действующих наших именитых мастеров. Поэтому очень тоже важный старт. В рамках соревнований прошла долгожданная встреча – битва титанов между чемпионом мира прошлого года Сергеем Фролкиным и обладателем Кубка мира этого года Виктором Колебовчуком. В равной борьбе со счетом 3-2 победу одержал якутский тяжеловес Сергей Фролкин. Все сложно, это не так просто, как говорится, заниматься-то. Это все делается планомерно, мы стараемся. Молодец, что сказать, он сделал все, что мог, и он выиграл. Он все знает, по идее, просто надо его направлять. Во время схватки не каждый понимает, что делает, там уже по нюансам мелким. И там все равно сбоку видно, что что-то не дотягивает, где-то тянет, какие ошибки у противника. Вот такие нюансы мелкие. Совсем скоро начинается новый сезон соревнований по масс-рестлингу. Кубок Федерации является как своего рода подведением итогов спортивного года, так и отправной точкой для подготовки спортсменов к предстоящему сезону. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Таким мы запомним уходящий день. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Алдана. Не переключайтесь. Здравствуйте. Золотодобывающие предприятия Алданского района вновь ставят рекорды. Особенно хорошую динамику показывает компания «Полюс Алдан». Уже 13 декабря «Полюс Алдан» выполнил годовой план по производству золота, достигнув показателей, значительно превышающих результаты прошлых лет. Увеличению объемов способствовал стабильный рост производительности более чем на 50%. Как заявил управляющий директор «Полюс Алдан» Алексей Носков, цитата, «это закономерный результат плановой деятельности, направленной на развитие производства, реализацию масштабных программ технического перевооружения. В последние годы эти работы ведутся особенно активно при непосредственном участии управляющей компании «Полюс». В этом году вокруг алданского здравоохранения ходят разные слухи. Крайний о закрытии амбулатории в поселке Ленинский развеяли в администрации Центральной районной больницы. Хочу сказать стопроцентно, что амбулатория не закроется в поселке Ленинском. Там будет врачебная амбулатория. Она и есть эта врачебная амбулатория. И работает, и будет работать. На днях приступает к работе там врач общей практики. Власти города переживают за вывоз мусора в новогодние каникулы. По данному поводу проходит совещание, проводится экспертная оценка работы регионального оператора МУП-переработчик. Вопросов и доводов сменить компанию по вывозу мусора было много. Но переработчик остается в своем официальном статусе, а всю работу за него делает прежнее предприятие «Чистильщик». По нашим источникам, на этой неделе должно пройти совещание с участием всех заинтересованных сторон. Последние дни уходящего года – это всегда суета и праздничное настроение, особенно для детей. Главное мероприятие в этом ряду – елка главы города, которая, по словам организаторов, будет кардинально отличаться от прежних. Яркое зрелище удивит и порадует не только ребятишек, но и их родителей. В этом году детей муниципального образования города Алдан ожидает новогоднее приключение
новогодние приключения кукол, будет музыкальная сказка, игровые моменты, спецэффекты. Поэтому я думаю, что наша сказка детям понравится, они отдохнут и получат большой позитив на Новый год. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на Якутия-24.